Выходной день. Глава Башкортостана Ради Хабиров в очередной рабочей поездке, на этот раз по Уфе. Едем в Октябрьский район, в Сипайлово. Там в одном из дворов благоустраивают территорию сквера «Птицы». Сквер «Птицы» в микрорайоне Сипайлово-2 в Уфе прилегает к территории школы номер 130. Ради Хабиров уже был там в июне 21-го. Тогда же руководитель региона поручил завершить работы по благоустройству до конца года. Здесь резиновые закончили, площадку. Здесь маленькая хоккейная коробка будет, вот на этой территории. Соответственно, там футбольное поле, дальше волейбольное, баскетбольное. И, Ну она же периметр закрыт будет, да? Да. И за периметром, сквер, вот этот памятник птицам где будет? за периметром это вот все. Вот, здесь памятника как такового не будет, он будет исполнен вот. Ну что-то какое-то оперение будет, да? Да. Это же все в этом году сделается. Да. В виде детской площадки будет, Ради Федорович. Да. Горка будет. А вот это здесь что? Теннисные столы. Теннисные столы. А здесь? Хоккей. Коробка. Хоккейная коробка, да? Здравствуйте. Здравствуйте. Ждете? Здравствуйте. Потерпите, скоро будет. А здесь что будет? Здесь будут качели крытые. Ага. А сюда жители смогут заходить или как? Ради Федорович, конечно, это для жителей. У нас получается спортивный... Антитеррор и все прочее? Забор будет стоять по периметру. Так. Но он будет, грубо говоря, по времени мы согласуем, регламентируем. Нет, вот надо тогда забор по периметру. И вот здесь вот отсечь школу надо по периметру. Чтобы со школы школьники шли сюда через ворота. Так? И обратно. А вот люди приходили сюда, тут же входы разные будут, да? Да? И они туда не попадали, тут ворота. Это антитеррор. Да, мы понимаем, все будет в рамках антитеррора, поэтому и загораживаем 3D-забором. Просто я говорю, мамочки пришли сюда с детьми. Или там дядя какой-то пошел туда, они не должны туда ходить. Все понятно, хорошо. Школу надо отсекать вот это. Хорошо. А так до 22 часов будет территория открыта, в 22 часа Потом закрывается, да? она закрывается и работает только территория, которая за 3D-забором. Вот сейчас мы пройдем вот этот вот скейт-парк, посмотрим. А это, это просто гулять, да? Тут и разные активности. А вот это что это будет? Футбольное, да? Это футбольное поле. А мягкое покрытие будет, да? Конечно. Вот теннисные, так? Теннисный. Хоккейные. Здесь, что-то, качели. Здесь трибуны. Здесь вот этот футбол. Здесь еще баскетбольная какая-то на торце, да? Так, здесь еще. Вон скейт-парк. Вот мы туда сейчас дойдем, да? Зайдем, посмотрим. И вот эта часть еще, это вот уже для жителей. Да, это вот здесь вот забор. Забор вот он идет, да? забор, Вот так. видите? Вот понимаете, забор, я говорю, надо отсекать школу. Где она? Получается. Здесь. Забором вот школу отсекать, и здесь вход должен быть. Понимаете? Ну, также 3D-забор и все. А это 0,5. Это что-то поле какое-то у вас. Футбольное. Футбольное поле, да? А вот эта трибуна здесь, да, или что? Трибуны с этой стороны будет. Вот здесь вот. А там уже сама сцена и амфитеатр, и детские площадки. Это, Такой сборный, получается, скейт-парк. И вот по вечерам здесь прям не протолкнуться. Уже, просто да? не протолкнуться. Еще же не готово. Это же еще не готово. Да, ну тут надо еще благоустройство сделать. Ага. Но это же будет не камень, это же, наверное... Это что здесь будет? Щебень, Ради Федорович, надо еще помельче раскольцевать по проекту массы. Щебень здесь. Щебень? Да, по проекту на щебень стоит он. А это правильно, да? Ну, он в проекте так вот запроектирован. Мы просто единственное, вот фракцию щебня будем добавлять здесь помельче. А не лучше здесь, нет. А вот это что здесь будет? А здесь что будет? Зеленая зона, да? Просто зеленая зона. Ну, как газон, да? Здесь большое количество в проекте, Ради Федорович, деревьев. А здесь тоже деревья будут. Деревья, посадка деревьев. У нас есть отдельная ведомость, мы будем по ней работать. Слушайте, ну здесь он упадает вот сюда. Это как вот? Я вообще не понимаю. Вот это объясните мне, вот это кто делает? Давайте объясняйте. Это дорожка к нему идет. Это дорожка будет Да, здесь? вот она, продолжение дорожки. До куда она идет? Вот где бордюр заканчивается. Это будет дорожка. Да. То есть, а вот здесь вот? Но она открыта
это сейчас остается. Щебнем по проекту так. Ну вот как-то с щебнем мне вообще что-то не понимаю этого. Вы думаете, заасфальтировать и резиновые покрытия? Конечно, 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 конечно. Давайте асфальтировать надо. Асфальтировать, мягкое покрытие. Он оттуда срывается, падает. Переделайте. И вот это как-то некрасиво, как-то уберите. Зачем совход? Если сделаете все одинаково, асфальт, вот эти бордюры, они бессмысленные, но как-то не продумано. А дальше что? А тут что будет? Здесь продолжение сквера, и там, Раиль Фаридович, вот на том углу будет парковка еще дополнительная. Здесь полностью блок закроем. Здесь тротуары, вот я так понимаю, делаете до туда, да? Тротуаров, дорога будет, потому что у нас вообще по перспективе ППМ у нас вот в ту сторону за мачтой нам еще и поликлиника предусмотрена. За дорогой в ту сторону будет поликлиника. Ну, в перспективе. Как живете-то? Раиль Фаридович, у нас пару вопросов. Давайте. Я являюсь многодетной мамой, и я проживаю по набережной реки 45. На сегодняшний день моя стена обваливается. Вот там полностью сквозняк. Как-то этот вопрос можно решить? Можно. Вчера мы собирали собрание, то есть, получается, приезжали Сужок, с администрацией. Они предлагают это сделать отдельной строкой за счет содержания. То есть, от самих же жильцов. На сегодняшний день у нас получается баланс минусовой, что пока по ремонту, что по содержанию. То есть денег нету, а мы мерзнем уже столько лет. Это на выход на реку, наверное? Да, набережная Лечугой 45. Такого собрали здесь. Раиль Фаридович, мы предлагаем на следующий год в программу этот дом включить. Он был в этом году, мы его внесли. На капремонт, да? Да, капремонт фасада. Да, и фасад сделать. Да, полностью. Ну, там на контроль надо взять и сделать. Вот с вами посоветовались, вот как делать вот Нет. эту. Вот у меня сын здесь разбил губу на днях, да. Я вот хотела бы задать такой вопрос. Кто-то будет контролировать эту площадку? Будет ли Нет, здесь конечно, медики? конечно. Потому Нет, медиков здесь не будет. Потому что, к счастью, да, так получилось, то, что хорошо здесь проходящий медик был и оказал первую помощь ребенку. Вопрос другой. Медиков здесь не будет, содержания. Вопрос другой, что вот тут мягко надо сделать. Мягко Это делать да. надо. Тут А и, медиков здесь не надо. новички катаются, и Но те, это кто уже родители профессионально. должны смотреть. Это родители. Мы же делаем. А нельзя это ограничение по времени сделать? Нет. Зачем? Зачем? Родители должны смотреть. Мальчики, ну что, они пришли, покатались. Вопрос другой, что мы должны создать условия, когда он падает, не на щебенку падает, а на мягко. мягкую, да. Конечно, это сделаем. Вот я поэтому покритиковал. Видите, у нас во дворах. Только убирают. Все по этапу. Я знаю. Убирает. Утром встает северный Знаю, южный знаю. ветер, песок весь во дворе. Вот мы сейчас думаем, смотрите, мы у вас здесь, Сипайлово, завершим сейчас Кашкадан, туда очень много, вот мы Кашкадан. А в следующем году, дай бог, поставим на реконструкцию Рыльского, чтобы с Кашкадана ты вышел, стал на Рыльского, красивый, чтобы было, по тротуару, с удовольствием, подошел туда. Там единственное, на Рыльского очень много сетей вытаскивать надо. Там вот мы думаем сейчас как. У меня в голове есть, да, вот абсолютно точно, мы хотим сделать вам Арбат, чтобы человек пришел на Кашкадан, поплавал там, потом раз и пришел сюда на Уфимку и так далее. Следующий этап – это набережная. У нас же тоже мечта, у всех уфимцев мечта. Набережную соединить с той набережной. Это вам потерпеть. Вот это не 22-й, это не 23-й, это не 24-й, может быть. Мы будем проектировать где-то, наверное, начнем в 23-м году проектировать. Это точно. Башкирские дворики программа прошла, то есть внутридворовую территорию мы всю облагородили, сделали, а за домами остались 3 парковочных места не облагородили. Думайте, это нужно. Это вот я заехал оттуда как раз. Пылище стоит невозможно. А вот это, да, это проблема. Потому что здесь уже, вот мы причешем все. Пыль будет вам только оттуда. А можно еще такой вопрос? Вы знаете, вот здесь у нас все очень красиво и все хорошо сделано. А с той стороны, между 130-й школой и садиком, там, вы знаете, вот 20 лет я живу здесь, 20 лет, и 20 лет там всегда как бесхозная получается. И она вроде бы никому и не нужна, эта территория. Эта территория убирается иногда только тогда, когда Я мы приезжаю. позвоним. Да, когда вы приезжаете. Она всегда грязная, всегда необустроенная. Даже эту дорожку там пешеходную, то сделали
по-моему, 15 лет назад за счет нашего дома 45/3. Вот. Тротуары, наверное, сделать, да? Причем, когда, вот помните, вы в Там соседний... надо как-то облагородить. Как-то облагородить. Вот Как, когда вы не помните, в знаю. соседний дом приезжали, вот 50-е, там эта территория благоустроена примыкает вот как раз к той территории. Там запаркованная площадка песчаная. Туда люди паркуются. Мы в этом году планируем полностью с обоих сторон закрыть, чтобы это все проросло и сделать там благоустроенную зону именно в виде Ну, лесной. там в рамках вот этих вот ФКГС и прочего. Алан Викторович, Шабурой там вдоль домов, а здесь лучше мы скверик между школой и садиком сделаем. Там, значит, вам понятно, вы же подрядчик, да? Надо переделывать вот эту всю историю. А вот территорию созвездия как-то вот, облагораживать, красиво так же делать, как и здесь. Смотрите, Там же дети всё-таки. я знаю, везде будем потихонечку. Мы потихонечку ходим, степ-бай-степ, шаг за шагом. Все дворы ваши зайдем, все дороги сделаем. Это займет немножко времени. Но факт, что мы каждый год будем сюда заходить и потихонечку делать. Это работа, наверное, в целом объеме где-то до 24-25 года. И Это. для собачников что-то можно придумать. А у вас есть, Степалова, кстати, собачная Нет. хотя? Эту территорию можно поделить на две части. Нет, это уже нет. Где набережная, имею в виду. Для собачников и также для Согласен. парковки. Вы очень правильно говорите. Степалов сколько живет здесь? Порядка 120 тысяч. Ну и ни одной собачьей нет. А у нас в доме 52 собаки. Я согласен. Ну, не было такой культуры. Сейчас же начали делать потихонечку. Можно представитель набережной 47, прошли башкирские дворики, огромное спасибо. Нам подняли асфальт, и выезд теперь у нас накапливается большая лужа. Как-то можно это решить? Да можно, это Сельский обрыв. Вот министр стоит, вот глава. Вы не принимайте просто и не платите деньги. Адрес какой? Набережная 47, мы с вами общались. Я был у вас. Да, были, общались. Положили асфальт. И положили неправильно. Ни стеков, ничего нет. Дождь проходит, вода месяцами стоит. Слушайте, а когда дождь проходит, затапливает здесь? Да, затапливает полностью, даже там машины поставить некуда. И стоит там неделями, там вода тухнет. В администрацию писали, никто Ну, надо думать, надо думать. Вот как вот с этим? Люди даже пройти там... По частям будем делать. По частям. Конечно, спасибо большое, что у нас все-таки в нашем доме сделали подъезды, очень все красиво, но одна проблема осталась, и очень большая проблема. Это у нас получается провода, которые в тамбурах так и не закрепили по сей день. По сей день не закрепили. Номер дома скажите. 45, набережная 45, Селтадзе дом. Да. Да, то есть получается в подъездах все красиво, все прям не придраться ни к чему. Все. Очень хорошо, что сказали. Очень хорошо. Я для этого и приехал, чтобы вот где-то, когда коллеги не до конца понимают, будем разбираться. Поправим эту ситуацию. Спасибо. Уже второй раз мне жалуются что провода не убирают. Не убрали в Да, тамбурах. да. Они прям как паутины висят. Вот тоже наш житель, она тоже так же мучается. Ладно, а этот парк мы доделаем, все нормально. Говорю, тут поправим немножко. Вы по-человечески только добейте, и все. И это. Школьной территории. Что? Асфальтирование территории. Всей нет по проекту. А там ужасно, да? Там ужасно. Мы спотыкаемся. Там асфальт просто 80-й годовой. Да, я знаю. даже не асфальт, Всё, это- много асфальта там. Ну, все равно. 5 машин асфальта бросить, да? Нет, А вы для интереса пройдите, Нет, надо сделать. каково-то. Да нет, я же не буду, я верю вам. Да. Вот глава обещает, сделает. Фредди Фаридович, у меня не вопрос, я хочу вас поблагодарить за все старания, что вы делаете. Я очень рада, что вы с нами, за обратную связь в Инстаграме, что вы нас здесь услышали. Спасибо огромное, я горжусь вами. Владимир Фредович, вы знаете, у меня такой вопрос возник. Ведь все территории должны быть поделены. В них должен быть кто-то ответственный. То ли это собственники, то ли это муниципальная земля. Ну, так никогда этим не занимались. Вот потихонечку сейчас определяем. Двор сделали, отмежевали, все сделали. Там закрепили за людьми. И нормально. Поехали дальше. Ради Хабиров отправляется дальше, в парк имени лесоводов Башкортостана. Он исторический. Первые сосны здесь посадили еще в 1937 году, а именно парк заложили в 1966 в честь работников лесного хозяйства. И теперь он входит в лесной фонд Республики Башкортостан, охраняет парк как особую природную территорию.
Ради Федорович, вы сегодня по самым проблемным местам ездите. Вот сколько было жалоб здесь. Тоже жалоб, да? Очень много жалоб на то, что фонари не работали, на то, что не убирали мусор. И начали выбирать, субботники проводить, техникум проводил. Район подключал фонари, потому что на балансе не было. Вообще это очень проблемно. Очень красивый парк и очень проблемный. Ну, я здесь не столько там по содержанию пришел, о будущем парке я хотел сегодня вот сам взглянуть, да, что здесь делать. Разумеется, в нашей программе реконструкции там, всех базовых парков Уфы до 2024 года вот, мы должны силы рассчитать и посмотреть, что можно сделать. Потому что опыт у нас такой есть. Вот этот парк особый, здесь сюда заходить надо очень аккуратно, сохранив природную среду. Но уже тут все уже немножко, скажем так, и старое, и не хватает каких-то для спорта больше объектов. Но самое главное, я хочу сам пока посмотреть, а потом с жителям посоветуемся. Это большой парк. Здесь будет, скажем, такой, если я буду сюда заходить и что-то делать, это будет очень серьезная история. С научным обоснованием? Вообще, чтобы этот парк был такой, что дух захватывал. Понимаете? Посмотрим. Спасибо. Здравствуйте. Можно вот расширить еще площадку. Вот там вот пустое место, да, не хватает здесь места детям. Еще что-нибудь придумали. Все равно поле пустое. Здесь вот есть, и вот чуть-чуть, вон этот самый, совсем немножко. Потому что детей очень много. Вот сегодня еще мало. А вообще вот... А вот что бы хотели здесь вот в парке сделать? Ну, вот детские развлечения, спортивные есть. У меня вот внук старший ходит сюда, занимается там. Света нету, да? Тут освещения, говорят, нету, да? Почему? Есть? Освещение, Работает? Да. А еще, чтобы мусор убирали. А то вот по весне приходят, все кругом уберут, а потом вот идешь с детьми гуляешь, и вот прям вот через урну все это вываливается. А я, знаете, зачем пришел сюда? Я, собственно, пришел посмотреть. Мы хотим сюда зайти в парк. Сделать здесь все по-другому. Ну, сохранив деревья, сделать нормальные дорожки, освещение, видеонаблюдение. Вот это уже прошлый век, дети падают, это уже... Мы же во дворах сейчас лучше гораздо делаем. Да, вот. Сделать более серьезно. Хорошо, конечно. Вот мы хотим, вот я хотел посмотреть. Спасибо вам будет. Поэтому будет. Если вы говорите, значит будет сделано. Будет сделано. Ну, во-первых, вот это все, это безобразие. Так? То есть сделать нормальные дорожки. Надо беговые здесь сделать, чтобы резиновые беговые. Дальше сделать просеки, где вот они есть, да, грунтовку. Это берется доска, ставится на торец, и внутри засыпается просто гравийка. Это вот для прогулок. Это пирог, да, это пирог делается. Значит, освещение обязательно везде, видеокамеры. Усилить, вот я почему сейчас уверен, спортивную часть надо значительно усилить, прям значительно усилить с учетом зимы. А детские площадки одной мало, где-то, я уверен, наверное, есть пятачок открытый, где сделать вот это. Надо руки дойти до облагородить все связанное там с животными, чтобы, ну все-таки это как вот, там ничего не изменилось. Я студентом сюда приходил, примерно так. Ну, вообще, сделать вот парк такой я просто... Да, получается, на зиму он будет и лыжный тоже, да? На зиму лыжный, на зиму обязательно коробку сюда ставить надо, хоккейную, освещенную, значит, под крышей, может быть, хоккейную, ну, что снегом не заваливало. Здесь надо очень серьезно. Всем привет! Всем привет! Привет! Велосипедную здесь надо сделать. Вот прогулочная. Велосипедные, беговые, лыжные. И еще, лыжные. И еще вот эти грунтовки, то что это говорю. Вот есть чем заняться. Смотри, дубы какие мощные. Конечно, в черте города такие насаждения. Да. Такая природа вообще. Да. Тоже придем сюда. С хорошими намерениями. Хорошими. Зоопарк нужно будет сделать и интегрировать, потому что зоопарк... А мы оставим его, зоопарк? Конечно, надо оставить, но зоопарк, опять же, я в этот зоопарк приходил студентом первого курса. Там ничего толком не изменилось, понимаете?
А нужно сделать, чтобы, во-первых, зоопарк, конечно, чтобы остался раз. Ну, он же временный у него статус, он не А стационарный. мы продумаем. Это в статусе мы разберемся. То есть там теперь раз уже есть, во-первых, его не надо расширять, потому что там комфортные условия для животных должны быть. И второе, люди могли там безопасно подойти к этому зоопарку, понаблюдать обязательно. Обязательно. Рафич, а вот как теперь по парку дальнейшие какие шаги? Вот вы пришли, эмоции вы впитали. Нужно же научные подойти, экономику посчитать. Смотрите, это эмоции, да? Эмоции порождают действия и решения. Сейчас надо понять, что мы хотим здесь сделать. Первое, что точно я для себя решил, мы сюда придем. Когда? Я бы 21 или 22 год потратил на публичное обсуждение. С людьми будете советоваться? Да, на научные исследования, на подготовку проекта. А в 23-24 тут точно мы года 2, а может быть даже 3 будем заниматься. Тут парк большой, 100, там больше 100 гектар. Вот получается 24 год, 24-25 год. Здесь будет один из самых любимых мест. Не только это парк республиканский, по сути. Сюда будет приезжать, мы должны сделать такие точки притяжения, чтобы приезжали хотя бы с ближайших районов отдохнуть здесь и погулять. Поэтому вот. Важная направляющая здесь все-таки наука. Здесь Я и лес. сказал, научное исследование того, что здесь, чтобы мы здесь среду не нарушили и чтобы все сохранили. Спасибо. Все. Спасибо.